Доброе утро, уважаемые любители спорта. Я сегодня в Барагонцах. Традиционно, начиная с 2013 года, когда в Чурапче, моей родине Чурапче, проходили спартакиада Манчары 2013 года. С тех пор я каждое утро вместо соревнований, спортивных игр и спартакиада Манчары теперь уже стала традицией каждый день утром в 6 часов утра прибегаю на стадион, бегу по кругу несколько кругов и знакомлюсь с местом соревнований. И вот традиционно в этом году, 2022 год, в селе Барагонцы, а вот передо мной стоит стела, приуроченная к столетию олимпийского движения. В 1996 году здесь барагонцы проводились, тогда они назывались первая спартакиада народов Республики Саха-Якутия. Соревнования прошли очень хорошо, в высоком организационном уровне. И сегодня вот иду знакомиться с местом соревнований, стадионом Маягаттебесхара. Приехал вчера вечером, где-то ближе к 11 вечера. Кто-то уже вот бежит, уже, видимо, зарядку делает. Там стоят, наверное, это места, где будут кормить народ. Я вот сейчас бегу в сторону стадиона. И у меня была давно мечта как-то собрать вместе и бежать, возможно, как бы это можно назвать, милю, 1609 метров. Это 4 круга по стадиону. Всех тех спортсменов, которые раньше бегали, а я знаю, сюда приехали несколько именитых спортсменов, которые раньше, их имена гремели на всю республику. Призываю присоединиться, не знаю, акция или это не акция, но присоединиться к этой зарядке и бежать всем эту милю, 1609 метров по стадиону. Возможно, вспоминаете события, когда вы выигрывали соревнования, потихонечку побегать, пообщаться. И всех приглашаю завтра утром в 6 часов утра на стадион Маягаттебесхара в селе Барагонцы. Все спортсмены, которые раньше бегали, приглашаю присоединиться к этой акции. Ну и пообщаться, немножко побегать, привести себя в более такую спортивную форму. Некоторые, наверное, уже давно не бегали, но все равно, возможно, с этого начнется опять же приобщение, не приобщение, а вспомнить былое, заниматься со своим здоровьем. Вот это вот памятник Маягаттебесхара. Сейчас к местам стадиона уже дают название. И этот стадион носит имя легендарного человека Усалданского улуса, героя эпоса Маягаттебесхара. Построен на народные средства из фонда развития Усалданского улуса. И вот такой вот красивый такой памятник. Но вчера здесь был сильный ветер, дождем, гром, все такое. Много было. Дети пострадали. Но очень надеемся, что соревнования пройдут на высоком организационном уровне. Кое-кто запаниковал, но мы верим, что Усалданский улус, он традиционно силен в спорте. И немножко вот пройдусь. Все знаменитые люди. Вот Николай Николаевич Тарский, основоположник тоже спортивного движения республики. Но сначала пройдусь по этим рядам. Конечно, не все знаю, но те, которые знаю, попробую остановиться и
Но сами местные жители, они, конечно, знают своих. Константинов Николай Николаевич, тоже по вольной борьбе. Иван Николаевич Сипсев, много лет работал старшим тренером по вольной борьбе. Афанасий Иванович Заболоцкий, мастер спорта международного класса. Пантилов Иван Пролетарьевич, тоже мастер спорта международного класса. Семен Семенов, у него очень своеобразная красивая техника была в вольной борьбе. Ну и по борьбе Хапсагай. За ним очень интересно было смотреть. Всегда его борьба очень интересно была, захватывающая. Неожиданные движения. Стрыкаловский Василий Янович, чемпион Сурдоолимпийских игр. Румянцев Иван Семенович. Так. С задней стороны тоже есть фотографии. Я сначала с этой стороны пройдусь, чтобы слишком много времени в поворотах не делать. Иван Прокопьевич Беллюский, семикратный чемпион игр Дагена. Клуб Батур уже много лет уже лидирует на играх Дагена. В этом году тоже Алексей Варовский выиграл его подопечный. Федоров Андрей Васильевич по национальным прыжкам. Его воспитанники тоже блещут на аренах республики и других регионах. Дегтярев Федор Матвеевич, хороший тренер по масс-рестлингу был. Тренер, который воспитал очень много известных спортсменов. Николай Дьяконов, Евгений Сипсев, ну много других, всех, наверное, не перечислю. Бурсев Константин Семенович, начальник управления города Якутска по спорту. Так, Гоголева Надежда Михайловна, когда-то она в Черепче тренировалась у меня, бегала на короткие дистанции, и сейчас мастер спорта международного класса по бегу на 100 километров и по суточному бегу. В прошлом году она заняла второе место, рекордсменка республики по суточному бегу. Тазаринов Кузьма Кузьмич, многократный рекордсмен, чемпион спортивных игр, спартакиады Манчары. Его рекорды до сих пор стоят. Особенно меня поражают его рекорды на дистанции полумарафон. Час 04:43. По-моему, это был установлен в Новосибирске. И 29:01:35 в 2009 году он или Челябинский, или Чебоксары, вот в этом я немножко путаюсь. На чемпионате России он установил рекорд республики на дистанции 10 тысяч метров. 29:01, это вы можете представить себе, это он бежал каждый километр, если равно распределить, по 2 минуты 54 секунды на каждый километр. Многие из вас, конечно, бегали на дистанции 1000 метров, сдавали нормы, готовили какие-то зачеты в институтах, университетах. Так что прикиньте, каждый километр. И он говорил, последний километр финишный бежал 2 минуты 47 секунд было у него финишный последний километр. Ну и вот с этой стороны сейчас пойдем. Бурсев Артур Бакарович, тоже многократный чемпион, призер спартакиады Манчары, спортивных игр. В этом году послезавтра тоже будет участником этих соревнований. Изабелла Борисова, чемпионка России на 100 километров, воспитанница Татьяны Юрьевны Жирковой, очень тоже была призеркой в АМГе в 7 спортивных играх по марафонскому бегу, бронзовая призерка. Так. Румянцев Василий Иванович, первый мастер спорта Республики Саха из народа Саха по настольному теннису, тоже участник, многократный чемпион и призер многих крупных соревнований. Попов Дмитрий Дмитриевич, трехкратный теперь уже чемпион мира по масс-рестлингу. Ну и другие титулы я перечислять не буду, целый день пройдет, наверное, на это. Все хороший спортсмен. Пестряков Иван Петрович, чемпион 2017 году на спартакиаде Манчары в Верхнеуфлейске, очень хорошо выиграл, очень именитых спортсменов.
Бельдюская Екатерина Прокопьевна, сестра Ивана Бельдюского, тоже многократная чемпионка по масс-рестлингу. Заболоцкий Анатолий Михайлович, чемпион Республики Саха-Якутия по марафону, и многократный тоже чемпион разных крупных соревнований. Чутерин Арьян Иннокентьевич, мастер спорта международного класса, выступает за команду Белоруссии. Ну, у него много титулов. Так, все вы знаете, конечно. Евгений Петрович Алексеев, многократный чемпион спартакиад Мачары, крупных на пролетарского, по вольной борьбе, по борьбе Хапсагай. Но это тренер очень именитый, воспитавший много хороших спортсменов, Дмитриев Иван Иванович. Яковлев Андрей Вячеславович, я его помню. В Амге я впервые его борьбу видел, Хапсагай, тогда он выиграл в Амге, которые проходили в честь основания села Амга, и что-то там пшеницу, что-то такое, какой-то урожай, приуроченный к этим соревнованиям. Здорово выиграл. И в 99 году на спартакиаде Манчары в Икеле тоже стал абсолютным чемпионом по борьбе Хапсагай. Это Сипчев Степан Петрович, тоже работал старшим тренером по вольной борьбе. Заслуженный тренер России. Рожин Николай Николаевич, тоже человек, который очень много внес свою лепту для того, чтобы женская борьба, и мужчин тоже тренировал. Лучший тренер 20 века. Константинов Анатолий Николаевич, его имя тоже гремело. Чемпион мира по ветеранам по вольной борьбе. Очень хорошо, динамично боролся. Так, это Манатов Аркадий Афанасьевич, это из плеяды Вячеслава Павловича Карпова, его книга, он присутствует. Тоже такие именитые люди. Готовься Прокопий Прокопьевич, много лет работал председателем ДСО «Урожай», заслуженный работник, заслуженный тренер Республики Саха-Якутия. Я по-старому ветеран спорта России. Ну вот, сейчас зайдем, продолжим. Несколько людей прибежали на стадион, и вот такой стадион. Так, слева от меня будет зажжен факел 8-х спортивных игр народов Республики Саха-Якутия. Хорошая такая беговая дорожка Монда синего цвета. Сейчас синий цвет уже преобладает во многих стадионах. Ну, сам стадион был построен на 1000 посадочных мест, но ввиду того, что на этих соревнованиях будет очень много зрителей, поэтому вот дополнительные трибуны поставили. Возможно, их потом после соревнования соберут, не знаю, сами. Ну, на таких крупных соревнованиях, конечно, будет зрителей очень много, и вот, не знаю, это где-то 3000 или больше посадочных мест уже будет. О, Афанасий Петрович Ларенов. Ага. Зарядка бегает тоже. И вот тоже трибуна. Беги. Дорожка хорошая, беговая, ровная. Это оценят сами спортсмены. Завтра уже начнутся соревнования по бегу. И вот на трибуне написано с правой стороны Саха-Сире. Средняя VIP-ложа 100 цифра. В этом году 100 лет
со дня образования Якутской автономной республики СССР и СССР. И с левой стороны написано «Усалдан». Ну и везде вот это вот логотипы 8 спортивных игр. Хорошая трибуна с крышей. Так, попишем по дорожке. Все, вот клетка для финишеров. 8 дорожек. С 1 по 8 вот все пронумеровано. По краям прожектора стоят. Вчера здесь была генеральная репетиция открытия 8 спортивных игр. Запустили зрителей, ну как мне говорили, по 500 рублей, а сегодня на открытии, я не знаю, сколько билет стоит, где-то порядка 2500, наверное. И вот такой вот внутри вот линия идет и бровка. Прожектора, когда я прибегал, горели. Сейчас уже их выключили. Ну и вот Алупмас. Немножко поблизости покажу. Так, вот такой вот, если высоту взять, вот такое сооружение. А поблизости там бычья голова. И очень красивый узор. Делается это умельцами по дереву. Вот такой вот бычья голова. И вот вы видите узоры вокруг всего этого. Узоры сделаны. А с этой стороны тоже есть. Вот она выглядывает, бычья голова. Ну, из эпоса Оламхо Нургумбатур стремительный сделан. Тут, наверное, вся история Усалданского улуса. Красиво сделано. Ну и вокруг Серге Канавяз. Так, это уже работники. Возможно, они ставят экран. Вчера сказали, экран рухнул. Сейчас идет ремонтная работа. Как мне кажется, дорожка, беговая дорожка немножко с уклоном в левую сторону. Это для того, чтобы вода стекала все в левую сторону, и по этим проточным местам, куда-то уходила вода. Это очень здорово. Бывает такое, когда очень ровная поверхность, тогда вода лужа как лужа лежит. А сейчас очень хорошо продумали, немножко с маленьким таким наклоном. Это даже чувствуется, когда бежишь. Ну и на повороте, конечно, тут поворот, наоборот, будет для спортсменов хорошо. Петр Павлов когда-то спросил недавно, будут ли установлены на этом стадионе рекорды Республики Саха-Якутия. Немножко повторюсь. Я ожидаю очень интересную борьбу между Сарданой Трофимовой и Натальей Леонтьевой, представительница Санташского улуса. Сардана Трофимова, Верхнеулицкий улус. Оба мастера спорта международного класса. Но Сардана Трофимова, она
пятикратная чемпионка России по марафонскому бегу. Наталья Леонтьева, чемпионка России бега на 5000 метров. Ну и многих крупных соревнований, участница универсиады 2013 года, чемпионка и призерка мира по юниоркам, чемпионаты мира по горному бегу, которые проходили в Турции, по-моему, город Бурса. И тогда она выполнила впервые норму мастер спорта международного класса. И вот так вот стадион. Несколько людей, которые бегают. Тоже у Салданской Луж теперь уже имеет. На этом месте в 96 году проходили первые спартакиады народов Республики Саха-Якутия. Тот стадион все полностью снесли и построили вот этот новый стадион. И на этом месте теперь уже Усалданская Луж уже имеет инфраструктуру в области спорта. Много было построено и других зданий, спортивных комплексов в селе Мандаба, ну и в других местах тоже. Я все пока еще не знаю. Позже посмотрю, осмотрюсь, постараюсь посмотреть. Ну и любимые мне виды спорта: настольный теннис, легкую атлетику, волейбол. Очень интересно бывает. Ну и постараюсь побыть в разных местах, освещать по мере своей возможности. Подписывайтесь на мой канал, если вам интересен мир спорта. Я постараюсь по мере своей обученности, знаний освещать спортивные мероприятия. Пока-пока.